Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире на телеканале НВК Саха передача про авто 14, где мы поднимаем темы и обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Что такое повторные нарушения и за какие из них придется заплатить намного больше? Как правильно должны быть организованы и оборудованы пешеходные переходы возле школ? Что делается для снижения аварийности накануне учебного года? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит актриса театра и кино Ольга Дорофеева. Ну а в начале нашего выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики в период с 14 по 20 августа было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 2 человека, травмировано 21, в том числе пострадало 5 несовершеннолетних. Так, 14 августа на перекрестке улиц Чайковского-Каландрашвили водитель, управляя автобусом Peugeot при повороте направо на регулируемом пешеходном переходе, не предоставил преимущества и совершил наезд на 9-летнего велосипедиста, переезжавшего проезжую часть на велосипеде, не спешившись. В результате происшествия мальчика доставили в детское отделение с различными травмами. 15 августа на улице Олега Кошевого автоледи, управляя автомашиной Toyota Passo, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с обгоняющим его автомобилем скорой помощи, который двигался с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В результате происшествия водитель скорой помощи и врач получили различные ушибы. Госавтоинспекция напоминает, что, встречая на дороге транспорт с включенными одновременно специальными световыми и звуковыми сигналами, водители и пешеходы должны четко понимать, что данный транспорт пользуется законным приоритетом в движении. В этот же день, 15 августа, в Алданском районе водитель, управляя автомобилем марки Nissan Sirena, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате происшествия от полученных травм погибли 2 человека. Водитель легкового автомобиля доставлен на машине скорой медицинской помощи в Алданскую центральную районную больницу, где в последующем скончался. 19-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате чего скончался на месте аварии. 19 августа на перекрестке улиц Кальвица-Халтурина водитель, управляя автомобилем Toyota Fielder, при повороте налево не предоставил преимущественное право проезда встречному автомобилю и совершил столкновение с Toyota Allion. Затем совершил наезд на Lexus и Mitsubishi Pajero, после чего в нарушении ПДД покинул место аварии, участником которого он является, оставив свой автомобиль. Пассажир Toyota Allion получил ушибы. В настоящее время ведется розыск водителя. Напомним, что за оставление места происшествия водителю грозит административная ответственность в соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ, которая предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. А мы продолжаем. До начала нового учебного года осталось несколько дней, и у родителей появляются новые переживания. У кого-то дети вернутся в школу, успев за лето отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, а у кого-то ребенок пойдет в 1 класс, и теперь ему придется привыкать к новой жизни и к новой дороге. Вместе с тем, не надо прививать детям излишнее чувство страха перед улицей, дорогой в школу и движущимися автомобилями. Необходимо запомнить самому и объяснить ребенку, что дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. В госавтоинспекции к началу учебного года готовятся заблаговременно. Как только детей распускают на каникулы, начинается плановая проверка состояния улично-дорожной сети возле школ, детских садов, спортивных кружков и секций. Инспекторы подразделений дорожного надзора госавтоинспекции оценивают обустройство пешеходных переходов, покрытие, видимость разметки, наличие знаков, освещение и прочие характеристики, отвечающие понятию «нормативное состояние». Ведь к сентябрю все должно быть приведено в порядок. За время летних долгих каникул школьники, наверное, отвыкли от интенсивного движения, возможно, немножко подзабыли правила дорожного движения. Необходимо время, чтобы адаптироваться к непростым дорожным условиям после
самых длинных каникул. Нужно им помочь. К сожалению, на дорогах республики в этом году в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали более 60 детей. Поэтому родителям до начала учебных будней стоит напомнить ребенку о правилах поведения на дороге. Отработайте этот алгоритм на маршруте до школы и обратно. Это стоит сделать даже если ребенок уже не первый год ходит в школу самостоятельно. Также стоит обратить внимание, что за лето из-за ремонтных работ на дорогах на привычном маршруте могли произойти изменения. Появился новый светофор, пешеходный переход перенесли в сторону. Все это необходимо учитывать и акцентировать внимание ребенка на любых изменениях. Всем школьникам хотелось бы пожелать внимательности на дороге. Не отвлекайтесь на разговоры, на сотовые телефоны. Снимайте наушники при переходе проезжей части. Надеемся, что переходить дорогу вы будете только в разрешенных местах по пешеходному переходу. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – приоритетное направление работы госавтоинспекции. Ежегодно дорожные полицейские совместно с образовательными организациями проводят тысячи различных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей при их участии в дорожном движении. Однако только этими усилиями защитить детей от дорожных угроз невозможно. Насколько безопасно и уверенно будет себя чувствовать ребенок на улице, во многом зависит от того, как к этому относятся его родители, подчеркивают в госавтоинспекции. Детский дорожно-транспортный травматизм в России по своим показателям в 3 раза выше, чем в странах ЕС. Причины, которые вывели нас в лидеры, это лихачи, нетрезвые водители за рулем, невнимательность пешеходов и нарушение правил перевозки детей. С лихачами власти борются штрафами. Пьяных водителей лишают прав и в нагрузку выписывают очень солидный штраф. Но тут важна работа и с самими детьми. А какая именно? Об этом нам расскажет руководитель ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Министерства образования Республики Саха-Якутия и директор средней общеобразовательной школы номер 3 города Якутска Яна Киуру. Здравствуйте. Здравствуйте. Яна Евгеньевна, какая статистика детского травматизма на дорогах за последнее время? Вы знаете, всю статистику можно найти, конечно, на сайтах, официальных сайтах ГИБДД Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Вот за 23 год у нас такая статистика. 1 ребенок погиб, это в республике, а в Российской Федерации 415. И буквально вот посмотрев за вчерашний день статистику ДТП, попало у нас 36 детей, из них ранено 4. Поэтому вот представляете, что в России, к сожалению, каждый день дети и погибают, и гибнут. Что чаще всего является причиной дорожно-транспортного происшествия с участием детей? Это вина водителей при перевозке детей в транспортном средстве или же сама неосторожность самих ребятишек? Вы знаете, такой статистики вот прям как бы на 100% я не могу сказать, но, конечно, большая часть вины, я думаю, что все-таки взрослых, потому что когда сам родитель разрешает сесть за транспортное средство, например, тот же мотоцикл, или неправильно ездить в неустановленных местах на велосипеде, то это, конечно, большой процент того, что ребенок пострадает в ДТП. Но вина бывает и, конечно, детей, когда они приезжают, особенно с улусов, отдыхая там, нет транспортных средств, и приезжая обратно в город, здесь, конечно, бывает невнимательность детей. Вот я думаю, что так. Но расскажите, как мы можем предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм? Работа должна быть системна. Начинают эту работу у нас в детских садах. Я знаю, что в наших детских садах города Якутска и республики созданы команды ЮПИД. Это юные помощники инспекторов движения. И, конечно, там большие программы реализуют по профилактике детского дорожного травматизма, разные родительские собрания. А уже потом мы получаем школьников, достаточно грамотных уже на начальной стадии. И в школах мы продолжаем эту работу системно, начиная с 1 по 11 класс, знакомим и с техникой безопасности на дорогах, и правила дорожного движения, и кружки, и участие в разных конкурсах. Это как раз вот все ведет к тому, что помогает, конечно же, детям правильно вести себя на дорогах. Ну и, конечно, наши большие помощники – это инспектора госавтоинспекции, управление ГИБДД и так далее. То есть все это должно быть в комплексе. А какую работу ведет ресурсный центр? Вы знаете, ресурсный центр, действительно, мы являемся ресурсным центром, но мы занимаемся образовательным учреждением, то есть школами.
Есть конкретно, кто занимается с детскими садами. И вот если брать нас, то у нас несколько направлений. Это профилактика, это разные проведение разных собраний, методическая помощь педагогам. Например, мы с ними занимаемся и показываем, как правильно детей готовить к разным соревнованиям. Также мы проводим с ними разные мастер-классы, вебинары, встречи, семинары. Из республики к нам приезжают разные сотрудники, это педагоги, которые занимаются в школах организации как раз профилактики детского дорожного травматизма, и мы как раз проводим с ними разные мероприятия. То же самое мы проводим и с родителями, с детьми. Поэтому ресурсный центр, так как мы являемся такой точкой, да, где все собирается, также наш ресурсный центр помогает распространять методическую литературу. И вот мы буквально в течение полгода распространяли между школами, где есть ЮПИДы и отряды юных инспекторов движения, световозвращающие жилеты, которые нам были присланы из Москвы с управления госавтоинспекции Российской Федерации. А насколько эффективна вовлеченность самих ребят в программу «Безопасная дорога»? Ну, вы знаете, когда ребятки попадают в эту программу и становятся юными инспекторами движения, или когда с ними проводят разные мероприятия, то вот как раз дети обучают родителей, и они их останавливают, например, чтобы не пройти на красный свет, или говорят о том, что «мама, мы нарушили с тобой», там папе в машине бывает указывают на то, что ты проехал не на тот знак и так далее. И начиная, опять же говорю, это надо с детского сада. Вот если в детском садике системно проходит эта работа, то и дети, приходя в школу и потом в вузах, то же самое соблюдают правила дорожного движения. Наши инспектора дорожного движения, вот если мы заканчиваем 9 класс, они могут спокойно получить категорию Б вот однозначно, даже категорию А, потому что знают и правила дорожного движения, и оказание медицинской помощи, и умеют выступать. Проходя вот через эти программы, также дети умеют выступать перед другими детьми, а это очень важно. Иногда ребенок в классе, может быть, не готов перед классом, а вот перед другими ребятами рассказать о правилах дорожного движения, это может быть в лагере или на улице, он достаточно может легко это представить, и это позволяет расширить ему и кругозор, и общение. Ну, многие школьники приезжают, например, в школу или передвигаются на велосипеде, самокате. Надо сказать, что это не самый безопасный вид передвижения у нас в городе. Что вы можете сказать таким ребятам? Посоветовать я могу многое. Первое, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Я чаще езжу на автомобиле и вижу, как иногда они по пешеходному переходу просто проезжают, хотя по правилам дорожного движения нужно спешиться, да, то есть спуститься, пройти и так далее. Вот это главное, наверное, соблюдать правила дорожного движения. Сейчас в городе Якутске, вы знаете, замечательные дороги строят, уже с дорожками. Это будет большим плюсом для того, чтобы именно по дорожкам кататься. Если мы говорим о самокатах, то здесь тоже должны соблюдаться правила дорожного движения, и зависит от категорий детей. Но если школьники мы берем, то это, конечно же, нужно, чтобы были еще и средства защиты. Без них никуда. Это и световозвращающие жилеты должны быть обязательно для того, чтобы был виден ребенок вдалеке, и водитель заметил такого ребенка. Что еще? Ну, конечно же, стараться все-таки быть достойным участником дорожного движения, не сбивать пешеходов. Если вы подъезжаете, то, конечно, нужно оставлять в правильном месте и велосипед для того, чтобы дальнейшие действия не привлекли к каким-то правомерным действиям. Да? Вот такие самые элементарные способы и правила нужно соблюдать, тогда, я думаю, никаких ДТП и происшествий не произойдет. Ну и в завершении нашей беседы ваши советы, как подготовить ребенка к учебному году, к самостоятельному участию в дорожном движении и как избежать дорожно-транспортных происшествий. Ну, вы знаете, здесь очень все просто. Во-первых, нужно дойти дома до школы, посмотреть, да, найти безопасный маршрут, где может быть меньше пешеходных переходов, то есть ограничиться переходом дороги. Также я думаю, что посмотреть, какое количество светофоров, проговорить с ним, посмотреть на знаки. После этого возможно отпустить ребенка одного, но сделать так, чтобы он вас не видел, а вы за ним идете, смотрите, как он проходит правильно. Некая слежка Да, такая, да, да, да. Это хороший, кстати, пример. И когда вы поймете, что ваш ребенок действительно понимает, что все правильно
нужно переходить, соблюдать все правила дорожного движения, тогда можно легко отпустить и сопровождать уже не стоит этого ребенка. Ну и, может быть, даже поощрять за то, что когда вы идете, он правильно говорит о знаках, правильно соблюдает все правила дорожного движения. Я думаю, что это будет большим бонусом, и ваш ребенок точно ничего не совершит. Ну, Яна Евгеньевна, большое вам спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Министерства образования Республики Саха-Якутия, директор средней общеобразовательной школы номер 3 города Якутска Яна Киуру. Спасибо. Спасибо. Сегодня каждого второго ребенка родители доставляют в сад или в школу посредством транспортного средства. А это означает, что на территории таких заведений, а также вокруг них, особенно в утренние или вечерние часы, достаточно интенсивное автомобильное движение. Поэтому на законодательном уровне администрацию таких учреждений обязывают позаботиться о безопасности участков и пешеходных зон. Речь идет о знаках, разметках и искусственных неровностях. На дорогах уличной дорожной сети города Якутска у образовательных учреждений должны быть расположены знаки внимания дети, это 1.23, также снижение скорости 3.24, а также искусственные дорожные неровности, в простонародье лежачий полицейский. Знаки 1.22 пешеходный переход и 1.23 осторожно, дети обязательно двухсторонние и изготовлены на флуоресцентном фоне. Яркая пленка, выполненная в желто-зеленом цвете, хорошо заметна и в светлое, и в темное время суток, обращает внимание водителей и является действенным способом профилактики возникновения дорожно-транспортных происшествий. Также дополнительно данные знаки могут быть оснащены мигающим сигналом светодиодного светофора. Разметка, конечно, у нас должна быть нанесена в обязательном порядке. Это где у нас имеется твердый тип покрытия, асфальтобетон, соответственно, должна быть разметка горизонтальная, белого цвета. А где именно пешеходные переходы нерегулируемые, либо регулируемые, применяться контрастная разметка желтого цвета. Кстати, в Нерюнгринском районе в этом году был оборудован первый в Якутии проекционный пешеходный переход. Он дублирует зебру и делает ее более заметной в вечернее и ночное время. При такой технологии уже на существующую разметку наносится проекция за счет ГОБО-проектора, и поэтому видимость зебры увеличивается за 100-150 метров до нее. Чтобы избежать ситуации, когда дети выбегают на проезжую часть, обязательна установка пешеходных ограждений на расстоянии 50 метров в обе стороны от пешеходного перехода. А в 10-15 метрах по обеим сторонам от пешеходного перехода должны быть установлены искусственные дорожные неровности, так называемые лежачие полицейские. В российском КоАП содержится целый ряд водительских проступков, которые караются более строгими штрафами в случае повторного нарушения. Чаще всего сумма штрафа увеличивается в несколько раз, а во многих случаях водитель и вовсе может лишиться прав и даже сесть в тюрьму. Продолжение темы в рубрике «Полезное за минуту». За повторное совершение административных правонарушений в области безопасности дорожного движения предусмотрено штраф до лишения права управления транспортными средствами. Размеры штрафов могут быть от 5000 рублей и лишения от 1 месяца до 1,5 и до 2 лет, в зависимости от характера совершенного административного правонарушения. Кроме того, кодексом устанавливается именно порядок исполнения совершения тех или иных правонарушений. Да, к примеру, если вы лишены права управления транспортными средствами, то для исполнения вам необходимо сдать водительское удостоверение. Кроме того, за повторное правонарушение у нас ответственность предусмотрена также Уголовным кодексом, к примеру, как управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, также за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Судом могут быть назначены так и обязательные работы, так и реальный срок лишения свободы с изъятием вашего транспортного средства в счет государства. С удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрике, где известные люди нашего города и республики проверяют свои знания правил дорожного движения. По традиции наш тест состоит из 10 вопросов, и сегодня на них ответит актриса театра и кино Ольга
Дорофеева. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какой у вас водительский стаж? 1 год. 1 год. То есть вы, можно сказать, новичок Да. на дорогах. Мгм. Ну, мы желаем вам удачи. Будет 10 вопросов и, соответственно, 10 ответов. Итак, первый вопрос. Вы намерены развернуться? Ваши действия. Варианты ответов. Развернетесь первым. Второй вариант. Выйдите на перекресток и, уступив дорогу легковому автомобилю, завершите разворот. И третий вариант. Будете действовать по взаимной договоренности с водителем легкового автомобиля. Второе. Вариант номер 2 выбирайте. Принято. Следующий вопрос. О чем информирует вас увеличение длины штриха прерывистой линии разметки? Варианты ответов. О начале зоны, где запрещены любые маневры. Второй вариант. О начале опасного участка дороги. И третий вариант. О приближении к сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки попутных направлений. Третий. Хорошо. Следующий вариант, следующий вопрос. Обязаны ли вы включить указатели правого поворота перед въездом на этот перекресток? Варианты ответов. Обязаны. Обязаны только при наличии движущихся сзади транспортных средств. И третий вариант. Не обязаны. Обязана. Обязаны показать правый поворот. Да. Ну, это такая у нас в нашем городе достаточно щепетильная тема. Так, следующий вопрос. Внимание. Разрешено ли выполнить разворот на участке дороги, обозначенном этим знаком? Вариант ответов. Разрешено. Разрешено только в населенном пункте. Разрешено только при видимости дороги не менее 100 метров. И четвертый вариант. Запрещено. Кажется, запрещено. Запрещено. Да, Это четвертый. четвертый вариант. Мгм. Принято. Следующий вопрос. Как вам следует поступить при повороте налево? Варианты ответов. Проехать перекресток первым. Второй вариант. Уступить дорогу только грузовому автомобилю с включенным проблесковым маячком. И третий вариант. Уступить дорогу только автобусу. Это главная дорога. Тогда я уступаю дорогу автобусу и потом еду. Мгм. Значит, Это третий. вариант номер 3. Мгм. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Вам разрешается движение. Варианты ответов. Только в направлении Б, в направлениях А и Б, в направлениях Б и В. И четвертый вариант. В любом направлении из указанных. Четвертый. Четвертый. В любом направлении из указанных. Мгм. Принято. Следующий вопрос. При повороте налево обеспечение безопасности движения достигается путем выполнения поворота по траектории, которая показана. Варианты ответов. На левом рисунке, на правом рисунке, на обоих рисунках. Налево. На левом Первый. рисунке. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Какой маневр намеревается выполнить водитель легкового автомобиля? Варианты ответов. Обгон, перестроение с дальнейшим опережением и третий вариант. Объезд. Второе. Перестроение с дальнейшим опережением. Ага. Принято. Следующий вопрос. На грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн можно двигаться со скоростью. Варианты ответов. Не более 50 км в час, не более 70 км в час и не более 90 км в час. Кажется, первое. Не более 50 км в час. Принято. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить поворот направо по указанной траектории в данной ситуации? Вариант ответов. Разрешается и запрещается. Разрешается. Разрешается вариант номер 1. Мгм. Это был последний вопрос. И сейчас, дорогие друзья, результат ответов Ольги проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Вы ответили на 10 вопросов, и первый вопрос был. Вы намерены развернуться. Ваши действия. Вы выбрали второй вариант, то есть выйдете на перекресток и уступите дорогу легковому автомобилю, завершите разворот. Это правильный ответ. Мгм. О чем информирует вас увеличение длины штриха прерывистой линии разметки? Также вы дали правильный ответ, действительно, о приближении к сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки попутных направлений. Мгм. Обязаны ли вы включить указатели правого поворота перед въездом на этот перекресток? Мы поворачиваем направо и, конечно, должны включить указатели правого поворота. Это был правильный ответ. Разрешается ли выполнить разворот на участке дороги, обозначенный этим знаком?
Ольга, вы здесь засомневались. А что у нас за знак? Ну, у нас знак, который ведет только вперед. Вы ошиблись. Да. Ответили на экзаменационный вопрос вы правильно. Здесь действительно запрещено разворачиваться, но данный знак говорит нам о том, что это одностороннее движение. Мгм. Соответственно, если вы здесь развернетесь, вы попадете на встречную. Мгм. Ваш ответ был правильным. Как вам следует поступить при повороте налево? Вы правильно ответили уступить дорогу только автобусу. Вам разрешается движение. Также вы ответили правильно в любом направлении из указанных. При повороте налево обеспечение безопасности движения достигается путем выполнения поворота по траектории, которая показана. Вы дали правильный ответ на левом рисунке. Мгм. Какой маневр намеревается выполнить водитель легкового автомобиля? Конечно, это перестроение с дальнейшим опережением. Это был правильный ответ. На грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн можно двигаться со скоростью. Ольга, здесь вы ошиблись. Мгм. А знак, ограничивающий скорость до 50 км в час, в соответствии с табличкой распространяется на грузовые автомобили свыше 3,5 тонн. А на грузовом автомобиле до 3,5 тонн можно двигаться со скоростью не более 90 км. Мгм. Мгм. Вы ошиблись. Мгм. Разрешается ли вам выполнить поворот направо по указанной траектории в данной ситуации? Вы дали правильный ответ. Поворот направо разрешается. Ольга, вы ответили на 10 экзаменационных вопросов, ошиблись на 1. Мгм. Я думаю, это хороший результат, но тем не менее я вам рекомендую регулярно повторять правила дорожного движения всем участникам дорожного движения, быть более внимательными на дороге и помнить водителям о том, что вы управляете средством повышенной опасности. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и до новых встреч в эфире.